Хусейн Альгиев в порядке очереди переступает порог медицинского кабинета. Для 74-летнего мужчины визиты к медикам стали привычным делом. Возраст дает о себе знать, и здоровье, конечно, не то, что болит, на что жалуется. Первые вопросы, которые задает пациенту врач-кардиолог Федерального медико-биологического агентства России. Что вас беспокоит? У меня одышка, чуть-чуть нагрузка, я пробегу 5-10 метров, дышать не могу. Даже не то, что пробежать, пройти. Пройти уже никак. А давно это появилось у вас? Да нет, недавно. Когда это? Ну, в этом году. Месяца полтора. То есть до этого вы ходили, бегали, да. Все было хорошо, прекрасно. Да, пока. А когда одышка появляется, боли в сердце есть, дискомфорт вот с левой стороны? Дышать не могу, тяжело, ничего не болит. В коридорах Сунжинской ЦРБ терпеливо ожидают в своей очереди к врачу еще десятки больных. Именно эта категория пациентов чаще всего сталкивается с проблемами в работе сердца и сосудов. В ближайшие 3 дня для них открыты двери невролога, хирурга, окулиста, терапевта и других врачей узких специальностей в рамках диспансеризации. Высокое у меня давление бывает. 220, 200, 210 olsa. От кардиолога получаю Я пока, да, терапевт волчий хранится, окулист хранится и ос. Я он шихан вагон виз, я виз вагон. Цеюдиш гяндалта, сайн инфаркт халтер аз, инсульт халтер аз. Ну, что дик выкарпаться дер аз, сулазра. Дик ахет ханс. Ханс агарф я хажикису. Сун цухож до хама, тахан гочедят сон. Ну, нормально. Дикихет. Очень внимательно. Хэж. Диалдухи. Ши узист махажер соктан. Дикихет бяка. Я внимание, вейнеж дикихет. За 2 часа врачи сводного отряда Федерального медико-биологического агентства России успели принять больше сотни пациентов. Только в кабинете офтальмолога побывало более 2 десятков человек. Предварительные диагнозы, которые успел поставить Денис Хмельницкий, самые разные. В списке принятых пациентов есть больные с катарактой, глаукомой и более редкими заболеваниями. Пока запущенных не было. Это как бы возрастные изменения, которые часто встречаются, как везде, да, это катаракта, помутнение хрусталик, это повышение внутриглазного давления, глаукома. Но пока приходили пациенты, которые уже получают терапию у ваших местных докторов, да, и в принципе там все нормально, адекватно назначено, и они достаточно компенсированы. Соответственно, тем, которым требовалось хирургическое лечение, им было уже рекомендовано. Несколько человек мы уже порекомендовали оперативное лечение. Впервые выявленных заболеваний на счету у врача-офтальмолога пока еще нет. За 3 дня ему предстоит осмотреть больше 1000 пациентов из Сунжинского района республики. Среди них наверняка будут и те, кто даже не догадывался о наличии той или иной болезни. На 2-м этаже ЦРБ принимают детские врачи, в том числе и аллерголог, которая уже успела проконсультировать несколько человек. Когда стоит бить тревогу молодым мамам, рассказывает Анна Томилова. К аллергологу необходимо обращаться, если у ребенка длительный кашель, ночные приступы кашля. Если на фоне каждой вирусной инфекции отмечается длительный приступообразный кашель, или же здоровый ребенок, но на фоне физической нагрузки вдруг он начинает задыхаться, возникает одышка, кашель, или на фоне смеха, плача тоже вдруг начинается кашель. Или отмечается свистящее дыхание, которое слышно на расстоянии. Ночью ребенок просыпается от того, что кашляет. При необходимости врачи сводного отряда ФМБА назначают дополнительное обследование. Для их проведения здесь есть практически все. Федеральное медико-биологическое агентство работает в специальных медицинских модулях, оснащенных всем необходимым. В передвижной лаборатории, к примеру, можно провести и клинический анализ крови, результаты которого становятся известны в течение 1 минуты. Если это анемия, то гемоглобин очень низкий, это 70-60, уже это повод, нужно сдавать дальше, обследоваться, это уже анемию показывает. У данного пациента пока все в норме. Гемоглобин 140, лейкоцитов 7,2, тромбоцитов 201, это все в пределах нормы. Передвижная лаборатория, флюоромобиль, маммограф, УЗИ и другие виды обследования. У пациентов есть возможность провести полную диагностику организма и получить консультацию ведущих врачей страны. В Сунжинском районе они будут принимать больных с 15 по 18 октября включительно. Конечно, это очень хорошая возможность людям провести и диспансеризацию, и в то же время людям, я же говорю еще раз, те, у кого уже есть на руках какие-то методы обследования, то, что они прошли у нас, получить консультацию у ведущих специалистов нашей страны.
Диспансеризация должна охватить ту часть населения, которая не успела попасть на прием к медикам в апреле этого года. Сводный отряд Федерального медико-биологического агентства прибыл в республику в рамках договоренности, достигнутой между главой Ингушетии и руководителем ФМБА России. В этот раз медики будут вести прием пациентов в республике до 8 ноября. Накануне в Магасе прошла встреча Юнусбека Евкурова и Владимира Уйбы, на которой обе стороны обсудили итоги прошлой и задачи нынешней диспансеризации. У нас же 2 дня будет в Магасе на завершение, прямо отдельно 2 дня Магас мы видели. Сейчас мы наоборот уходим в самые дальние. Все специалисты есть, как обычно мы с Марией Микуловной и с ее коллегами отрабатываем. Если видим, что нужно еще кого-то дополнительно, ну вот видим, что какая-то группа сформировалась, и где нужен, допустим, отдельный специалист, ну, какой-то специальности, такой достаточно редкой, мы тогда формируем группу, приезжает специалист, отрабатывает, ну и дальше смотрим, там нужен он, остается, не нужен, уезжает. А так сейчас все специальности с учетом весенней диспансеризации, уже с пониманием, кто нужен, сколько специалистов, где нужно дублировать, там 2 человека, а не 1, 3 специалиста, особенно в детстве. Вот, поэтому все уже отработано. Спасибо, что приехали. Мы планово сейчас, как и договаривались ранее, там работаем. На сегодня, конечно, нельзя срывать этот процесс по диспансеризации детей и женщин отдельно. Об этом надо сейчас объявить, довести до населения и держать, конечно, на таком хорошем контроле процесса. От 70 лет и выше, вот посмотрите, пожилых людей отдельно диспансеризацию. Доведите до всех, там, чтобы... Ну да, ведь ветеранов посмотрели, не вопрос. Такого возраста уже там довести диспансеризацию. Женщины, дети, женщины и вот старики там. Благодаря содействию ФМБА России в начале этого года удалось выявить различные заболевания у 2563 пациентов. Из них взрослых 1258, детей 1305. На этот раз в рамки соглашения для врачей Федерального медико-биологического агентства не ограничиваются диспансеризацией. Она включает, значит, несколько основных моментов, в том числе и оказание помощи, вот как вы видите, по обследованию пациентов, по их лечению тяжелых случаев, то, с чем мы не сможем справиться здесь у нас. И оно включает образовательные аспекты, образование наших сотрудников на ведущих базах Федерального медико-биологического агентства. Врачи ФМБА России также сотрудничают с региональным Минздравом, помогая в транспортировке тяжелых больных за пределы республики. На днях спецборд вывез на лечение в Нижний Новгород пациента из Ингушетии. Он получил сильные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси на одной из автозаправочных станций. Огнем оказалось поражено 80% тела пострадавшего. Врачи восстановили дыхание и работу сердечно-сосудистой системы пациента. Госпитализация в Федеральный ожоговый центр стала возможна в течение суток. Он дорого стоит, и вот так просто выпить борт практически невозможно. Если бы не подключился глава республики, то обеспечить вот за кратчайшие сроки бортом у нас бы не получилось. И однозначно, конечно, надо отметить, что вот именно при помощи и поддержки главы республики, даже вот в данной ситуации, он находится в курсе, что поступил такой пациент в таком тяжелом состоянии, и он тут же подключился, позвонил руководителю ФМБА России Владимиру Викторовичу Уйбе, и нам дали борт для транспортировки этого пациента в Федеральный ожоговый центр. Медики предусмотрели все необходимое для транспортировки больного. Медицину катастроф угроза люка встретили врачи Федерального медико-биологического агентства России. А за состоянием мальчика во время перелета следила специальная бригада реаниматологов. Все это только начало двустороннего соглашения руководства республики и ФМБА России. В ближайшем будущем эта договоренность будет еще более плодотворной и для врачей, и для пациентов. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Хамзат Халукоев, Новости 24.